В 1994 году, больше чем 25 лет тому назад, президент Назарбаев объявил об инициативе евразийской интеграции. И сегодня на пятом заседании Астанинского клуба мы видим, как его визионерские идеи реализуются и обретают форму. И Казахстан играет ключевую роль в связанности Европы и Азии. Уважаемый президент Назарбаев, под вашим мудрым руководством Казахстан стал одной из самых респектабельных стран в Евразии с очень важной международной миссией в качестве посредника и моста между Западом и Востоком. Важность Казахстана признана всеми странами, и мы смотрим на это в рамках сегодняшнего стола. Мы видим объединение представителей самых активных стран Большой Евразии. В первую очередь, Казахстан — это основной коридор для Европы и Азии, и оба региона зависят от стабильности и экономического роста этого важного направления. Расположенная в центре Великого Шелкового пути, инфраструктура для Казахстана — приоритет. Это позволит не только объединить Китай и западные рынки, но также и будет продвигать рост и соединять страны, города, расположенные на протяженностях в тысячи километров друг с другом. Во-вторых, сегодня, как никогда раньше, мы видим открытие Центральной Азии для мира, и для того, чтобы отметить и правильным образом использовать потенциал этого вопроса. И здесь, конечно же, большую роль играет МФЦА как соответствующая привлекающая система для инвесторов на протяжении радиуса в 3000 километров. Этот регион даст хороший потенциал для улучшения инвестиционного климата Казахстана и Центральноазиатского региона. Как в 2018 году господин президент Назарбаев отметил в рамках своего послания народу, что только те нации, у которых есть высокий человеческий капитал, они будут конкурентоспособными в 21 веке. Дальнейшее развитие человеческого капитала будет способствовать странам разрешать ловушку среднего дохода и увеличивать эффективность и рост для казахстанской экономики. Четвертое — это диверсификация экономики Казахстана. Это будет очень важным элементом. Диверсифицировать имеется в виду от узкой зависимости от природных полезных ископаемых и интегрировать страну в глобальную цепочку поставок. Пятый пункт. Сильная финансовая система. Казахстан расположен в центральной части Евразии. Казахстан одним из самых является взаимосвязанным и связанным государством с другими рынками. Я уже упомянул финансовый центр МФЦА. Шестой пункт. Инвестиционная стратегия. Здесь это основная тема. Глобальный уровень прямых иностранных инвестиций уменьшается по всему миру. В этом году уменьшается уже на четвертом, можно сказать, подряд году. У нас есть конкуренция таким образом. Каждая страна хочет увеличить прямые иностранные инвестиции. И Казахстан здесь в очень уникальной ситуации. Это привлекательно очень сильно для инвестиций страна. В других многих странах развивающихся столько проблем. В Латинской Америке, в некоторых других странах есть санкции. А у Казахстана здесь как раз есть возможность, очень большая такая возможность для разработки соответствующей стратегии по привлечению ПИ в эту страну. Седьмой пункт. Независимая многовекторная политика Казахстана, которая была создана президентом Казахстана Назарбаевым, подтвердила свою необходимость, хорошие отношения с большей частью планеты, с большей частью стран, дает доверие и дает специальную позицию для такого рода великой страны. В этом процессе недавние инициативы президента Казахстана по совместному диалогу ЕС, США, Китая, России в рамках переговорного процесса дает геополитическое значение для всего мира.
И в заключение, дамы и господа, долгосрочная стратегия всегда была приоритетом для развития Казахстана. Глобальная трансформация, новые технологии, и все это требует пересмотра многих программ развития. Я хотел бы напомнить вам, что в рамках программы 2050 100 конкретных шагов, сколько стран есть соответствующее планирование до 2050 года? У кого есть такого рода программа? Это хорошая программа, которую необходимо внедрять, отслеживать, пересматривать и время от времени рассматривать ее для корректировки курса. Это вот суть долгосрочного роста для Казахстана.